В эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях Хава Исаева, учредитель бренда Eva Elegance. Хава Маршова. Здравствуйте. Расскажите о своем пути. Вот как получилось так, что вы занялись одеждой, пошивом, дизайном? Меня очень вдохновлял тот момент, когда вот ты выходишь в Париж, гуляешь по Парижу и вспоминаешь, что когда-то тут ходили элегантные люди, а сейчас этого нет. Сейчас очень мало элегантности. То есть даже когда смотришь дефиле, показы моды тех времен, 90-х, 50-х годов, это как небо и земля сегодня. Это и является основной философией вашего бренда, верно? Да. Вы хотите вернуть элегантность в 90-х, 50-х годов. Вот как чеченка. Что чеченского в вашем бренде? Есть что-то? Скромность. Угу. Это самое главное. Потому что я в данный момент заметила, что многие француженки хотят не то что одеваться красиво, скромно, элегантно. И даже вот эти вот банданы, платочки, которые они завязывают, это тоже что-то наше чеченское. Ваша основная деятельность, она сосредоточена в Париже, верно? Да. И Париж как город, где очень много известных брендов зародилось. Тот же Кристиан Диор, если не ошибаюсь, и Шанель. Когда вы начали заниматься своим брендом, что-то из вышеупомянутых брендов было для вас вот как вдохновение? Шанель, да. Шанель всегда говорила, что у каждой женщины у себя в гардеробе должно быть маленькое черное платье. То есть это значит, что она тоже всегда была за элегантность, как и мой бренд называется, Eva Elegance. Вы мать 4 детей, верно? Да. И как вам удается совмещать вашу деятельность? Вначале было очень сложно, но потом у меня, естественно, есть семья, которая меня поддерживает. Благодаря им я являюсь тем, кем хотела быть года 3-4 назад. Когда вы приезжаете в Чеченскую Республику, Хава, вы на что в первую очередь обращаете внимание? Вот как дизайнер. Мне нравится, что наша молодежь с годами одевается все сильнее и необыденно. А что вы можете сказать о современной моде? Вот, допустим, есть сейчас бренды, которые, смотришь показ, да, и порой видишь такую одежду, что думаешь, я никогда в жизни это не надену. Мы недавно были на дефиле, это было 18 апреля, тоже в Париже. Там были такие вещи, которые просто цепляли на себя коробки. Это была мода. Это были вещи, которые люди шили. Их покупают? Да, их покупают. А вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы сделать что-то подобное, либо около? Нет. Я после этого дефиле думала, неужели тоже хотела сделать дефиле и думала, как же наше дефиле зайдет, потому что у нас же все будет скромно, очень даже красиво, я бы сказала. Как человек, который шьет одежду, да, который творчески мыслит, как человек, который должен каждый раз что-то новое придумывать. Сейчас в Европе, мне кажется, многое меняется в области дизайна. И вообще, как это отражается на обществе, по-твоему? Они наоборот, если видят людей, которые вводят в былую моду, они наоборот вдохновляются. Я, например, лежала 3 недели в больнице и показывала, я, естественно, там рисовала, так как мне от скуки делать было нечего, создавала новые эскизы, и ко мне врачи заходили и прям говорили: вау, это наша мода. Когда-то наши родители так одевались. То есть это возможно вернуть, по-твоему? Это возможно. А что стоит предпринять, допустим, вот сейчас, в данный момент? Вот вы приехали в республику, да?
Что бы вы чеченского взяли бы туда, в Европу? Вот вы сказали скромность, да? А из одежды? Вот, насколько я знаю, у чеченцев есть свой определенный стиль, и все это кружится вокруг скромности. Вы действительно считаете, что скромность может вернуться в Европу? Считаю. И даже в одежде? Да. Многие в моем окружении, у меня очень много не то что француженок, другие даже национальности есть, и они хотят одеваться. То есть я сейчас нахожусь тут, и меня просят создать одежду, индивидуальную, естественно, чтобы они там могли на какое-то мероприятие пойти в них. Из таких городов законодательной моды, Милан, Париж, Мадрид, возможно, да, где вам чаще всего удается бывать, и что вы из показов моды для себя можете черпнуть? Из какого-то бренда? Либо... На данный момент именно в Париже только, потому что мы вот-вот начинаем уже как бы работать в моде индустрии и стараемся объяснить, какая мода у нас, что мы можем дать. А какие основные цвета входят в твою работу? То есть что ты чаще всего используешь в дизайне? Нюдовые, черные, нюдовые даже. Вот платье и платок — это от нашего бренда. Прекрасно. Часто задаю этот вопрос, и я думаю, будет правильно, если я задам и тебе его. Кого из знаменитостей, живущих, либо живших, ты хотела бы одеть? На самом деле принцессу Уэльскую, Кейт Миддлтон, она прям... Вот кажется, что наш бренд создан для нее. Также королеву Испании. Королеву Испании? Элеонора. Ага. А из звезд? Из звезд? Никого? Нет. Это не наше. Хава, мы знаем, что ты еще блогер, и у тебя довольно-таки широкая аудитория. И если не ошибаюсь, то там больше европейцев, чем, да, граждан России. Как она помогает тебе вообще продвигать свой бренд? Вначале был кулинарный блог. Я увлекалась кулинарией, убиралась дома. Вначале было очень много осуждений. То, что чеченка, мать и сноха ведет блог. Было очень много осуждений, но, к счастью, меня семья поддерживала. Это самое главное для меня. Благодаря им я смогла тихо, мирно и очень достойно перейти на дизайнерство. А что было первой вещью, которую вы сделали, создали? Это было черное платье. Меня вдохновил вот этот вот, я перед этим говорила, как сказала Коко Шанель, у каждой женщины должно быть черное маленькое платье у себя в гардеробе. И вот эта вот цитата меня вдохновила на то, чтобы создать черное маленькое платье, в котором можно раз одеть, выйти, также оно будет скромным, оно будет красивым, оно будет элегантным. И от этого платья уже пошли заказы. Все хотели одеваться так, как я вижу моду. У меня в большинстве продаж, например, бывают, когда я одеваю на себе, создаю какие-то луки, показываю, и у меня бывает с этого больше продаж, чем какие-то там фотосессии. А как ты относишься к критике? Я отношусь нейтрально, потому что люди, которые чего-то добились, не будут меня обсуждать, а люди, которые ничего не добились и просто так меня обсуждают, это как-то... Если говорить о твоих клиентах, из каких сфер эти люди? Это те, которые могут себе позволить хоть что, либо те, которые могут себе позволить какие-то ограниченные вещи, либо у тебя они разные? Это женщины, которые удачно вышли замуж, или у них богатая семья, или же женщина, которая сама себя создала. Хава, у тебя есть какое-нибудь жизненное кредо? Меня зацепила одна цитата, то, что главное различие между бедными и
богатыми людьми, это то, чем они занимаются в свободное время. У тебя свободное время есть? Если подумать то, что я ложусь в 4, встаю в 7, тем не менее, именно в свободное время я стараюсь читать. Я очень люблю читать. У каждого человека есть мечта. Хава, у тебя какая мечта? Это будет слишком, не знаю, странно. Я мечтаю, например, мы видим, что люди открывают сборы. Я мечтаю быть тем человеком, который закроет сбор, просто оставаясь в тени. Это прям моя мечта. То есть ты не любишь пафос? Нет. Понты? Нет, это не мое. Деньги могут тебя избаловать? Нет, они меня никак не изменили. Самый крупный заказ твой? С Бельгии девочка выходила замуж, и это был самый крупный заказ. И 5 чемоданов были именно из нашей коллекции. Это были индивидуальные пошивы. С учетом того, что нам сейчас только в августе будет год. А сколько языков ты знаешь? 6. 6. Перечисли, пожалуйста. Так, польский, испанский, английский, французский, чеченский, русский. Любимый писатель Писатель. из французских классиков? Из французских нет. Я на французском не так много читаю, но на польском. На польском? Да. Угу. Станислав Лев. Его книги переведены более чем на 60 языках, если я не ошибаюсь. Классику на французском ты не любишь? Нет. Собор Парижской Богоматери. Нет. Гюго. На польском мне лучше читается, или же на русском. Вот эти два языка. А русскую классику? Так, Только польский? только польский. Окей, отстали. Хорошо. Ну, я, впрочем, книги тут покупаю. 6 языков. Что тебя привело к тому, что ты знаешь 6 языков? То, что чеченский мой родной язык, русский он как бы... Вот мы жили в Польше, там я училась, там вторым языком был английский, то есть он как бы самый главный язык, мне кажется. А во Франции тоже второй мой язык был испанский. Испанский и французский. То есть так и сложилось, что знаю столько языков. И еще один вопрос про моду. Если тебя спросить, кто же все-таки лучше шьет одежду? Итальянцы, французы, испанцы, либо англичане? Честно сказать, мне кажется, что чеченцы свою работу очень даже эффектно выполняют. Ты действительно так думаешь? Да, я действительно так думаю. Вот я была еще на одном дефиле, это был выпуск вот последних вот курсов. Они отшивали сами вещи и сделали из этого дефиле. Когда я посмотрела пошив, те, кто учился 3-4 года, не так хорошо шили, как у нас. У нас могут прям очень даже хорошо отшивать. Что тебя больше всего вдохновляет творить? Меня вдохновляет любовь к эстетике. Эстетика. Мерси. Мы говорили о том, что ты начала свою деятельность в области дизайна с блогерства, и ты любила готовить. А учителя есть у тебя? У кого ты училась? Или ты сама сгенерировала себе? Нет, я училась в онлайн-школе, так как с детьми просто невозможно было пойти в университет отучиться. В Европе довольно-таки часто проходят различного уровня мероприятия, где собираются представители различных домов моды, дизайнеры и так далее. Вам часто доводится побывать на таких мероприятиях, и вообще вы чувствуете необходимость бывать в таких местах? Ну, каждый раз, когда мы туда ходим, мы чем-то можем вдохновиться, поэтому на данный момент они сами приглашают. А у вас много друзей вот из этой сферы? Достаточно. У меня есть друзья-фотографы, стилисты. А кого вы используете в качестве моделей?
Это какие-то специальные люди, которые за определенную плату приходят. И вы Конечно. можете еще так спонтанно увидели на улице человека и решили, что ваша одежда на нем могла бы сидеть хорошо. В данный момент нам очень даже сложно с моделями, так как я ищу изюминку вот этой вот естественности в этой модели. Пока, честно скажу, не нашла. Есть одна француженка, которая вот как только я уеду, будем устраивать фотосессию с ней. А так вот она единственная, кто внешностью меня вдохновила. Ты ранее сказала о том, что ты хотела бы одеть Кейт Миддлтон и королеву Испании. Да, Это из тех, кто живет сейчас. да. А из тех, кто жил. Вот мне почему-то казалось, что ты могла еще... Ну, я почему-то думал, что ты назовешь имя принцессы Дианы. Это слишком больная тема, потому что надеюсь, что это будет правильно. Мне очень нравилась принцесса Диана. Очень много я про нее читала. Каждый раз, когда прохожу мост, где, к сожалению, случилась та самая авария, думаю, ну почему бы и нет. Смотрю фотографии, которые люди редактируют и показывают ее, какая бы у нее внешность была в данный момент. Думаю, мы могли бы ее одеть. Она прям так же. Мне кажется, что Кейт Миддлтон очень даже на нее похожа. Вот эти вот очень как будто не то, что свекровь, а мама. Очень много нюансов, как она одевается, как она относится к людям. Угу. Вот в последний раз было такое, что на днях коронации она пошла вся в красном, и все внимание было на ней. То же самое сделала в свое ее время принцесса Диана. Она пришла в короткой стрижке на какой-то свадьбе. Многие ошибки своей свекрови повторяет, но она меня очень вдохновляет. Когда принцессе Диане задали вопрос, хотела бы ли она быть королевой, она ответила, что она хотела бы быть королевой сердец. Насколько, как ты думаешь, важно завоевать сердца своих клиентов? Конечно. Для меня в данный момент самое главное — это я не смотрю, какая прибыль будет из этого товара, я смотрю, какая реакция будет у моих клиентов. То есть я очень строго отношусь к пошиву. Какое у тебя отношение к своим подчиненным? У тебя есть ребята, которые, допустим, определенную работу выполняют? Ты строгий человек вообще по жизни? Мне кажется, что я очень строгий человек. Даже на днях мне одна из моих партнеров сказала, что если я хочу продвинуть свой бренд, что такие нюансы, которые у них бывают, что они будут. И был такой неприятный момент, что я сказала, что найду замену. Ты позволяешь себе повышать тон на человека? Нет, ни в коем случае. Я стараюсь объяснять более на таких пониженных тонах, чтобы меня поняли и чтобы дали мне ту ответку. А ты даешь второй шанс? Конечно. В работе. Отлично. Когда ты вывешиваешь ценник на свою одежду, ты берешь из головы, либо ты смотришь на рынок в целом? У нас есть такая стратегия, как нужно поставить цену. То есть это основывается на совокупности? Да. Как нужно поставить цену. То есть закупочную цену умножаем на 3, то есть потом и далее. Своя формула. Да. Когда ты ставишь ценник на свою одежду, такую, какую ты хочешь, это обозначает ли, что ты уже состоялся как крупный известный дизайнер? Конечно. Либо... Вот, например, позавчера нам привезли новинки. Я взяла, поставила на них цены, опубликовала, и сегодня к продажам у нас больше нет их. А в Чеченской Республике есть вещи, которые вы делаете? Наш бренд предоставлен в разных шоурумах в Чеченской Республике. То есть мы смотрим, какие продажи у нас будут в Чеченской Республике и сравниваем, где нам лучше продается и где нам открыть прям свой магазин. Почему ты, Хава, не любишь говорить о
поставленных целях? Потому что я боюсь глаза. Глаз — это истина. Я через это прошла. Поэтому Это была это был какой-то кризис? это была болезнь, связанная с здоровьем. Да, Азербайджан. Делается. С какими сложностями тебе приходилось сталкиваться в области критики? Мы от этого вопроса ушли слегка. Я хотел бы к нему вернуться, потому что критика всегда значительно действует на творческую личность, тем более на эмоциональную личность. Вообще считаете себя эмоциональным человеком? Нет. Хорошо. Вы творческая личность, и поэтому как критика может менять вектор вашей деятельности? Вначале было обидно, что я не могу донести до людей, что вот, например, мне говорили, почему твоя одежда не соответствует шариату. А мне хотелось объяснить, что я нигде не писала, что у меня шариатская одежда. То есть большинство моих покупателей, они даже не мусульмане. Мне просто хочется одеть скромно европейцев, которые не являются мусульманами. А потом уже привести их в ислам. Да, вот. Хава, какой бы ты хотела сделать месседж нашей молодежи? Я бы хотела их попросить, чтобы они не предавали свои мечты из-за того, что скажут другие. Дересл. Я напоминаю нашим зрителям, это была Хава Исаева, дизайнер, человек, который занимается модой, учредитель компании Eva Elegance. У нас в гостях в программе «Актуальное интервью».